Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодняшний выпуск у нас будет посвящен связи. Причем связи не обычной, а интернет. Да? То есть сейчас сложно представить себе современного человека, у которого нет доступа в сеть интернет. Там мы узнаем новости. Возможно, даже вы смотрите эту телепередачу посредством интернета. Но если в городской застройке с этим все более-менее понятно, то что касается частного сектора, дач или частных домов, то здесь возникают иногда проблемы. Сотовая связь, например, которая мобильная, иногда в некоторых частях пригорода не соответствует потребностям человека. Поэтому сегодня мы с вами будем проводить оптику на частный двор. И обо всем этом мы расскажем, что и как. Я думаю, что многие из вас узнают много интересной информации. Испытано на себе. Ну, а сейчас уже непосредственно мы перейдем к делу. Давайте познакомимся. Евгений Соколов, инженер отдела по строительству и развитию сетей. Евгений, приветствую. Доброе утро. Скажите, вот что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем подключать частный дом, вот этот вот непосредственно, к нашим сетям по оптической линии связи. Ну вот вообще в целом раньше, да, оптоволокно это было что-то такое, не знаю, из сферы, может быть, космоса. Я думаю, что наши телезрители, кто, ну вот якутяне, да, кто вот жили в Якутске, допустим, в те времена, когда Якутск это была такая единая локальная сеть, и то есть все ждали оптику, да, а сейчас уже оптику можно провести прямо в частный дом, прямо оптоволоконный кабель. Прямо оптоволоконный кабель. Мы сейчас именно занимаемся подключением частных домов, подключением квартир в многоквартирных домах. Сейчас с оптикой как бы нету таких проблем вообще никаких. Ну и, соответственно, оптика — это передача информации посредством светового луча, и, соответственно, длина может быть хоть какая, да? То есть, да, соответственно, так. Получается, с оборудования передается все в световой луч, проходит по оптоволоконному кабелю светом, приходит на оборудование, уже непосредственно на терминал, и преобразовывается опять в цифровую как бы. В итоге в частном доме, например, ну, в нашем случае это дача, да, будет сам какой-то модуль, куда заходит оптоволокно, а потом уже в привычный нам роутер посредством обычного вот этого компьютерного кабеля, да? Все верно. До дома мы доводим оптическое волокно, подключаем наш оптический терминал. С оптического терминала витой пары выходит ваш уже роутер. Ну, если так по-простому сказать, вот этот оптический терминал такой некий переводчик, да, как бы, который свет переводит в цифру. Ну, давайте не будем тянуть время сейчас. Начнем, сразу приступим к делу. С чего начинается, вот, соответственно, специалист приехал на заказ, и что делать дальше? Ну, сначала подходим к нашему оборудованию, то есть стоит наш оптический сплиттер, который как раз передает сигнал на ваше оборудование. Проводим получается, подцепляем мы его на столб и проводим уже до дома. До дома. Да? Хорошо, ну давайте начнем. Испытано на себе. Так, ну, соответственно, сейчас мы часто снимаем передачу именно со специалистами, мастера, которые передвигаются на автомобилях. Я думаю, что вот этот автомобиль тоже у вас оборудован всем, что нужно, да? Да, конечно. Вот так, самое основное, что находится. Вот это что за желтый ящик? Это сварочный аппарат, которым мы сейчас будем оконцовывать наш оптический кабель. Для этого получается сам сварочный аппарат, скалыватель, который скалывает, стриппер, он зачищает кабель, и гидромуфта, которая, получается, мы будем закрывать сварку. А оконцовывание — это, получается, та часть кабеля, которая будет заведена уже в дом? Да, которая будет подключаться именно к сплиттеру, к оптическому, и уже в ваш терминал. Так, выглядит очень дорого. Оборудование серьезное. На самом деле так и есть. Оборудование не дешевое. Вот, друзья, если вы не видели никогда, то вот это называется сварочный аппарат, который варит оптоволокно. В оптоволокне, в оптоволоконном кабеле, я так
примерно знаем, там есть жилы, правильно? Одна жила. Одна жила. Тут идет одна жила, да, это дроп-кабель. Одножильный. И именно это стекло. Стекло прям. Прямо стекло. А гибкая она за счет изоляции, то есть защита. Как бы, если кабель сильно все равно погнуть, сильно там, он лопнет. Вот так вот он выглядит. Довольно тонкий. Обратите внимание, Валерий очень уверенно все это делает. Я смотрю, что даже не вижу отсюда вот саму основную жилу. Она очень маленькая, да? Получается, как человеческий волос, так, на взгляд. Грубо говоря, да. Установка происходит и зимой, и летом, да? Установка происходит и зимой, и летом. Но зимой и в холодную погоду желательно варить в машине, где тепло. Да, конечно. Вот как раз хотел спросить, мы сейчас просто на улице, позволяет погода. Это уже к бухте. Также, смотрите, получается, сам оптоволоконный кабель, он идет синий. Это также идет усиление для того, чтобы кабель не сломался, не перегнулся. Это вот укорачивание, да? Да, получается, мы его выравниваем. Скол должен быть ровный. То есть Для сварки, да, скол должен быть ровный. тут еще экранчик, да, получается. Да, тут мы видим, вот как у нас расположены жилы, какой угол скола. Все это показывает. Он еще подгоняет, да, там? Да, он автоматически все делает. Ух ты. Смотрите. Все, кабель, получается, сварен. Ничего себе. Уплотнительная гильза. Она тоже, вот видите, идет железным этим. То есть она заменяет, ну, как бы перекрывает, Она герметизирует, да? Герметизирует, да. Сейчас мы ложим в печь для того, чтобы гильза подогналась по размеру. Грубо говоря, это термоусадка. Подобный вот кабель, да, я понимаю, что там, допустим, трансатлантические какие-нибудь кабеля, они, наверное, такие большие. Да, массивные. конечно. Вот сколько можно вот подцепить, допустим, ну, какую объем информации, или в чем это считается, вот, может пропускать подобный кабель толщины? Ну, вообще, такие кабели, они зависят все равно все от уровня сигнала, от цвета. То есть до 500 мегабит по оптической линии спокойно будет выдавать. 500 мегабит. Ну, так, чтобы навскидку, по-моему, стандартный роутер, это скорость вот по витой паре это 100 мегабит. Ну, сейчас, может быть, быстрее есть. Есть побольше, да, но в основном, да, 100 мегабит. 100 мегабит. То есть это в 5 раз быстрее, чем витая пара. Причем он портативный, работает на батарейках, да? Да, он заряжается. То есть батарейка отдельно снимается и начинает заряжаться. Сколько времени уходит на, вот, ну, в целом, вот, запаять один кабель? 5 минут. 5 минут. 5 минут. Да, дольше получается запекание вот это, да? Да, получается, он еще сейчас Нагревает. усадится. Потом он должен будет остыть у нас. Так вот это все выглядит. 2 стальных стержня. Они держат как бы... Да. Ну, это опять же получается сейчас стынет, станет белый опять цвет. А вот, например, также подключаются же поселки, да? В поселок идет тоже такой же толщины? Нет, в поселке, получается, мы заводим изначально магистраль. То есть, да, там получается очень много жил в одном магистральном кабеле. 48, 96 и так далее. То есть, чем больше жил, тем больше обхвата территории мы можем произвести. То есть магистральный большой кабель заходит в поселок, и потом дальше от него уже можно... Да, получается, все разваривается, устанавливаются отдельные узлы связи. И заглушка, да, вот такая. Да, это изоляция тоже, гидроизоляция.
Самая распространенная вот неисправность, о которой, мы, думаю, все знают, это когда просто оптоволоконный кабель кто-то механически рвет. Да? В целом он неприхотлив. Да, заломы, обрывы, вот самое такое распространенное, что есть. Так, сейчас уже все сварено, да? Так, пока Валерий у нас отматывает кабель, давайте поставим лестницу. Цель добраться до ящика, да? Добраться Или еще до выше? нашей вышки. Сейчас вот у нас Валерий начинает крепить кабель к столбу. А вот это ящик, это что? Типа... Это оптический сплиттер, разветвитель. Сплиттер. То есть, да, в него заходит вот магистральный кабель, про который я говорил, и разветвляется. То есть один сплиттер может достигать 8 портов. 8 портов. То есть к одному сплиттеру можно подключить 8 абонентов. Да. Ага. А здесь сколько абонентов подключено? Тут пока подключенных абонентов нету. То есть первое подключение. Да, будет первое подключение. А есть такое, что чем больше подключений, тем меньше скорость? Такого нету, да. Такого нету, потому что само оптическое оборудование, оно является пассивным, и уровень сигнала в любом случае доходит такой, какой он есть. Ну и в целом, друзья, у нас все-таки тут, получается, это дачный, да, район, такой частный сектор. Не думаю, что, максимум, наверное, люди что обычно мы смотрим? Фильмы, да. новости смотрим. Фильмы, телевизор, интернет, компьютер у кого есть. Сейчас Валера замеряет уровень сигнала с оптического сплиттера. Уровень сигнала это что такое? Уровень сигнала, получается, который выходит именно со сплиттера и пойдет по кабелю. То есть чем лучше уровень сигнала, тем лучше будет прием. Так, еще выше, да, подним? Сейчас... Да, вот тут самый верх, получается, где идет крепление наше. Вот сейчас Валера будет крепить кабель специальными зажимами. По технике безопасности обязательно должен пристегиваться поясным ремнем. Да, это уже такая высотная работа получается. Да, конечно. Вообще, друзья, мои познания в технике безопасности, это то, что, допустим, 1,5 метра, выше 1,5 метров, это уже считается высотной работой. По крайней мере, может быть, я ошибаюсь, но такое правило, по-моему, есть. Да, Руслан, не 1,5 метра, получается, уже высотной работы считается, а 1,8 метра. 1,8. Да. Высота человеческого роста. Грубо говоря, да. Сейчас теперь каждый запомню. Каждый год ребята у нас проходят обучение по электробезопасности, по высотным работам, получают допуски. Я там так отсюда как будто... просто даже кабель не просто вешается за крюк, а Нет, специальный... Его же нельзя гнуть, то есть если ты его загнешь, замотаешь, он лопнет, он поломается. То есть там специальные крепления? Да, конечно.
Сегодня это тот выпуск, который относится, когда достаточно такие высокотехнологичные процессы происходят. Поэтому я всегда себя пытаюсь найти в чем-нибудь, чем я могу помочь. В этом случае я могу перенести лестницу. И то надо смотреть аккуратно, чтобы не задеть кабель. Так, переходим к этому столбу, да? Да, переходим на ту опору. Такая лестница, это, наверное, мечта любого хозяина частного дома, да? Компактная и... Сколько метров-то здесь? 4 метра. 4 метра, да? По-моему, даже больше. Да. Поддерживаете ему лестницу. Да, держу. Так. Цепляем на самый верх опоры для того, чтобы какая-нибудь большая машина с поднятым кузовом не проехала, не оборвала. Чтобы как бы все было в недоступности. Да, ну вообще в целом всегда в новостях, если нет интернета, значит что-то где-то кто-то, какая-то машина большая оборвала. В основном так и бывает. Рвутся магистрали. Самая частая проблема – это водители, которые не видят, под чем они едут. Или забывают закрыть кузов. Да. Так как веранда находится с той стороны, то есть с другой, с противоположной стороны, и чтобы заезд во двор был тоже такой, беспроблемный. Да. Если вдруг там какой-то грузовик будет заезжать, то приняли решение кидать его с этого столба. Ну, там процесс такой же, да? То есть... Да, процесс такой же получается, грубо говоря, но тут еще делается обязательно кольцо. То есть опоры в любом случае со временем они начинают ходить, они начинают гулять. И вот это вот кольцо, оно предотвращает разрыв именно оптического волокна. Такой, как запас небольшой, да? Да. Так, мою лестницу унесли, не успел помочь, ну ладно. Так, идем уже, соответственно, во двор, да? Да, идем во двор. Так, ну я все-таки нашел себе задачу, да, вот видите, я держу кабель. Вот здесь в дальнейшем планируется строительство дома в центре участка, поэтому оптика, лучше сделать запас оптики, да, чем запас витой пары. Конечно, сейчас мы сделаем запас, для того, чтобы потом было не проблематично перенести услуги с веранды, с летней, просто в новый дом. Без дополнительных паек, без дополнительных сварок. Ну, я правильно, наверное, понимаю, что каждая пайка – это все равно падение какое-то? Не всегда. Не всегда, да, получается. Все зависит от того, как человек сварит. Ага. Ну, имеется в виду, что желательно избегать лишних. Конечно, желательно избегать. Чем больше свар, тем нестабильнее получается работа интернета. Сейчас можно будет посмотреть на аппарате, будем опять делать сварку. Показывает именно по потере после работ сварочных. То есть в конце контроль. Да, обязательно. То есть мы сейчас сварим, замерим уровень уже на входе в дом. Так, это можно положить, да? Да, это можно положить. Сейчас нам надо будет закрепить кабель под крышу. То есть для вас найдется задание. Это забить гвоздь и загнуть его. Это то, чего я ждал. Так, то, что я могу сделать в этом случае. Что сделать надо? Забить и... Да, вы его забиваете. И загнуть его. Вот этим. Да, и загнуть. Все. Так, хорошо, поехали.
Представляете, если не получится у меня сейчас. Так, повыше, да, лучше? Да, желательно вот... Вот где туда. основные, да? Можно вообще на угол прямо забить. Вон туда? Да. Ну, максимально, когда станете. Сейчас. Где-то здесь, да? Да. Так нормально? Нормально. Нормально. И загнуть его. Сюда? Да, наверх. Посерединке или Вот так вот. вот так? Вот туда, да? Нет, там от шляпы нужно загнуть. Вот здесь? Да. Еще? Чтобы он был, был копричок. Так, нормально, да? Все. Идем вниз. Самая опасная работа выполнена. Приступаем к монтажу дальше. Доверили профессионалу. Запас оставляем. Здесь будем оставлять запас на улице. Как бы минимальное количество заведем уже на веранду для подключения. Да причем кронштейн такой какой-то самозатягивающийся как будто, да? Нет, затягиваем его сами. Единственное то, что... Да, имею в виду, натяжение можно как бы регулировать, да? Да. Да, ну, как видите, запас оптики где-то метров, наверное, 15, да? 20. 15-20, да. Ну, все, и заводим кабель. Здесь в целом удобно в том, что между домом и верандой есть щель, и, соответственно, не надо... А так в целом сверлится Да, обычно отверстие, всегда да? сверлится отверстие. Дома бывают бетонные, дома бывают деревянные, Железобетонный. железобетонные, бывает. В арматурину в какую-нибудь попадешь. Все бывает. Так, ну пока здесь Валерий заводит, ну уже завели кабель, сейчас он его закрепит, я пойду подготовлю роутер. Wi-Fi роутер в нашем случае такой старенький, именно для дачи. Так. Ну вот. Ой. Все. Так, роутер я подготовил. Сейчас мы продолжим. Ну а пока лестницу отнесем отсюда. Испытано на себе. Так, ну сейчас мы уже внутри веранды, где, соответственно, будет стоять сам роутер. И здесь, я так понимаю, тоже происходит спайка. Уже оконечиваем. Это сторона, которая будет уже заходить в наш терминал. Да, я вот представляю, допустим, вот, ну, один кабель, как бы это недолго, да, там минут 5. А если магистральный, сколько там может В доходить? зависимости от количества жил оборудованных. То есть, чем больше жил, тем дольше получается. Монтаж. Не то, что монтаж именно получается. Восстановительные работы, там все происходит немножечко по-другому. То есть, запаял, сложил в муфту, в муфте все распределил, и уже потом начинаешь проверять. О, а что-то... тут же... вот, например, внутри кабеля там 48 жил, да? И это не как с электричеством или как вот с сигналами. То есть каждый кабель должен быть Каждый кабель должен быть к нужному кабелю к нужному подключен. кабелю, все верно. Для этого у нас есть специальные люди, которые занимаются проектированием. То есть каждое волокно, каждый модуль, который находится именно в магистральном кабеле, он подписан, какой куда идет. А в магистральном кабеле каждая жила, она разного цвета? Или... Каждая жила разного цвета. Все. То это, что себе, 48 разных цветов, это... Нет, цвета, получается, они как бы
одинаковые, но там идут разные модули по нумерации. А, То есть, допустим, в одном модуле может быть 16 кабелей. Происходит уровень сварки. я вот там, когда увидел снаружи, когда паяли, мне показалось, что это просто графика, типа, а это реальное... Это реальное прямой волокно. эфир. Тут оно показывает вот потери минимальные, то есть в пределах допустимого значения. И все уже по уже известной нам схеме. Так, и запаивание. Как это называется? Процесс Печь. печь. Так, сейчас Это что такое? Это Измерим тоже уровень. измерим уровень сигнала, уже доходящего до сюда. 15, минус 15 децибел. Это отличный уровень сигнала. Децибелы это что-то из такой звуковой темы, да? То есть Да, по идее, да, но уровень сигнала меряется в децибелах. даже Уровень затухания. Ага. В дальнейшем, когда, допустим, потребуется перенести в дом, снова вызываем специалиста, да? и- Да, конечно, звоните на нашу техническую поддержку, говорите номер договора, по которому вас оформили, который вам присвоили, и то, что не требуется перенос точки в другое здание. То есть построили, объясняете все, девчонки заводят заявку и отправляют уже наших специалистов, они приезжают и переносят. Ну, в целом, я вот когда мы общались, когда специалисты приехали, у меня была такая мысль, что можно завести здесь, ну, грубо говоря, на веранде. Он же может и в мороз работать, да, вот этот сплиттер? Или желательно ему... Он может работать в мороз, Да. но желательно, конечно, заводить его в тепло. Все равно. А я подумал, что можно его тут оставить, просто взять этот моток витой пары, да, компьютерного кабеля, наоборот, им завести уже в дом. Но я так сейчас понял, что лучше, конечно, чтобы было больше оптики и меньше вот этой витой Меньше пары. этой пары. Да, меньше будет потерь. Это вот наш переводчик, грубо говоря, да? Однопортовый, и отсюда уже выходит витая пара на обычный роутер. Так, надо подвести сюда. Вот я потом проведу. Сейчас, наверное, извините. Сейчас мы скидываем серийный номер терминала, Ага. отправляем техническую поддержку для настройки. То есть... Да, настраивается у нас все удаленно. Пока у нас настраивается, Руслан, можем вам предложить попробовать сварить оптический кабель. Так, давайте я сяду. Присаживайтесь. Давайте я вам покажу, как, в принципе, все это делается. То есть стриппер самым большим, тут есть 3 размера. Самым большим мы снимаем изоляцию. Убираем усиление как таковое. Вторым снимаем изоляцию отсюда. И самым последним мы зачищаем, снимаем последний слой изоляции. Итого у нас 3 изоляции плюс усиление, да? Да. Так, это обезжиривание. Потом ложим наш скалыватель, закрываем, нажимаем. Все, кабель у нас скололся. В принципе, мы можем его сразу ложить сюда. Ну, сделаем без всяких гильз. Просто попробуйте. Это самый тонкий момент, да? Вы там еще выравниваете, да? Примерно. Ага. Так, вот это давайте я попробую, да? Так, самым большим. Самым большим. Такое расстояние нормально, да? Или поменьше? Вот так, да?
Да, примерно так. Так. И это отрезаем. Да, сам там. Отрежет, да? Отрежет, отрежет. Так, сейчас. Отпустите еще раз. Дергаетесь за усиление посильнее. Угу. Так. Потом вторым. Вот Да. где-то здесь, да? Да, вот здесь. Так. Уже что-то не то пошло. Чуть под углом сделайте. Вот так? Можно так. О. Чуть побольше. Угу. Можно прямо вот отсюда. А, еще. Да. Так. Угу. И третья, да, сейчас будет. Третья. Ух, какая тонкая работа. Так, вот это отсюда где-то, да? Да, да. Полностью зачищаете его. Тут было, можно несколько раз, да, пройтись? Да, да, да. Главное, сказать, вот это вот. Вроде сошла. Здесь. Так, обезжириваем. Ну-ка. А, можно уже сломать, получается. Да, тут уже можно сломать. Так, второй раз не надо, да? Хорошо. Все, ложите его сюда. Прям максимально, да, вот так вот. Вот это белое должно быть здесь, да? Да, да, да. Все, закрываем. Закрываем здесь и вот нажимаем. Куда? Вот, вот, вот. А, сюда? Вот так, да? Да. Угу. Открываем. Обратно не надо? Нет. Ага. Так, Угу. Кабель скололся. Убираем. прям боюсь. Так, вот здесь самое сложное. Угу. А, поближе, да? Я вообще не вижу. Вот она. Так. Где-то так, да? Провернуть надо, да? Сейчас кабель. Так вот. Так, закрываю. Закрываете. Он двинулся. Так, как это делать? Можно сделать. Он что-то поднялся там. Давайте вот так вот тогда сделаем. Сейчас. Еще изоляцию отрежем. Вот так, да? И чуть подальше. Вот так вот примерно. Жилы не хватает. Не хватает? Нормально. Валерий стоит за спиной и говорит, что, возможно, не хватает жилы. Сейчас посмотрим, как я его поставил. Угу. Не попал. Не попали. Ага, так пойдет, да? Да. И закрывайте. Так, ладно. Вторая попытка. Само заварится. О, мимо пошла, да? Угу. А, вот это, друзья, вот то, что приходит с опытом, и то, что нужно, конечно, быть настоящим мастером. Но у меня уже был такой опыт, да, подобной сварки оптоволокна, но он тоже был не очень удачный, поэтому сейчас вообще вот это, скорее всего, на уровне уже моторики и, я не знаю, как сказать, опыта. Как-то переводит дальше. Так, вот сейчас. Вот, друзья, как видите, дело мастера боится. Ну, на самом деле, нужен опыт, наверное, да? Вот, Валерий, сколько лет занимаешься уже? 2 года. 2 года. Сразу все получалось или практика? Нет. Нет, это все приходит с опытом. Все сварилось, все нормально. Все, сварка пошла и, да, ну, понятно, что это просто был тестовый. Да, тестовая сварка это была. Тем временем уже настройка на том конце, да, произошла? Да. Настроили То уже. есть терминал уже настроили, прописали. Ну, кстати, да, терминал вот уже мигает. 3 лампочки у нас, одна постоянно мигает.
Все, интернет уже работает. Уже работает? Да, Так, давайте сделаем тест. Скорость интернета Скорость интернета у вас будет 50 мегабитов. 50 мегабит, да? Да. Так, на Яндексе можно проверить, да? Да. Да, можете проверить где угодно. Так, ой, слушайте, шикарно. Входящее соединение, вон, да, 50. С ума сойти. Вот это да. Ну, еще раз, допустим, тот же на мобильной сети, да, здесь есть роутер, но еще раз говорю, что вечером скорость очень сильно падает, много абонентов, да, на сотовой связи. И, кстати, исходящая почти до 90 доходит. Так, сейчас я вам покажу цифры. Входящая у нас 55,79 мегабит в секунду и исходящая 87. Скорость, друзья, более чем. То есть я выбрал тариф 50 мегабит, в целом можно 70, да, и 100 мегабит выбрать. Ну вот, грубо говоря, прям как в городе. Вот. Бывает так, что нужно иногда перекинуть большой объем информации. Ну, это понятно, что там домашние смотрят видео, фильмы, там новости. А вот этот выпуск, например, передачи «Испытано на себе» я смонтирую, скорее всего, здесь, и нужно будет его отправить на телевидение. Это где-то около 2-3 гигабайт информации. И с помощью такого стабильного канала его, конечно, очень сильно не хватало. Но хотелось бы поблагодарить компанию Рубинет за помощь в съемках. Большое вам спасибо. Так, я вижу какие-то бумаги еще, да? Останется подписать договор на оказание услуг. Хорошо? Все. Спасибо. Ну что, друзья, как видите, сегодня мы вам рассказали про установку оптоволоконного интернета непосредственно в пригороде, на дачных участках, домах индивидуального, в частных домах. И в целом, как видите, много вариантов. Есть и сотовая связь, есть и возможность подключить оптоволокно. Я думаю, что вам было интересно. В целом я снова понял, что не могу победить вот этот сварочный аппарат. Это достаточно очень тонкая, сложная работа. Ну и немножко приложил усилий, да, в том числе немного помог, чем смог сегодня в выпуске. Это была программа «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Пока.